Шепелев дал признательные показания по этой жертве, и дальше он признался в убийстве Сон. Была получена оперативная информация о том, что в городе Якутске некий мужчина, славянин, постоянно пользуется интимными услугами, заказывает девушек исключительно азиатской внешности, грубо с ними обращается, применяет к ним насилие физическое. Опережая, сразу отмечу, что к тому времени у нас была информация у следствия и уголовного розыска о том, что годом ранее, в 2012 году, абсолютно аналогичное преступление у нас было совершено также на Вилюйском тракте. С той лишь разницей, что первая жертва осталась живых. Личность этого мужчины, пользовавшегося интимными услугами, была быстро установлена, им оказался Шепелев. Мы вышли на первую жертву, которая в свое время, опасаясь расправы со стороны насильника, в свое время, будучи доставленной в наш следственный отдел, отказалась официально писать заявление, а также не желая огласки ее личности. Но мы ее убедили, что надо поучаствовать в следственных действиях. Мы рискнули возбудить по ее эпизоду уголовное дело и предъявить ей для опознания Шепелева наряду с статистами. И во время данного следственного действия потерпевший спустя 2 года, после того, как в тот момент Шепелев поднял глаза, посмотрел на нее, и потерпевший у нас уверенно ее опознала, конечно, тут же начался эмоциональный срыв. Она уверенно опознала Шепелева в его лице, насильника, который изнасиловал ее 2 года назад. Пауза там была. Шепелев долгое время не хотел смотреть ей в глаза. Мы за стеклом проводили. Статисты смотрели, он не смотрел, как он поднял глаза, а у потерпевшей срыв случился эмоциональный. И она уверенно опознала в нем насильника. С этого началась работа по делу. Мы соединили 2 дела, позже соединили. Сначала по результатам опознания предстоял допрос Шепелева. Шепелев дал признательные показания по этой жертве, и дальше он признался в убийстве Сон под давлением, но под давлением веских аргументов того, что 2 преступления, вот этих Сон и первая жертва, были совершены при идентичных почти условиях. Разница лишь одна была. Первая жертва осталась в живых, она, в отличие от Сон, полностью подчинилась требованиям насильника в плане насильственного полового сношения. Были какие-то другие подозреваемые? Или он вообще это был единственный? Нет, отрабатывается с самого начала множество версий. Угу. Конечно, это компания, последняя компания, в которой она проводила время. Это в том числе и родственники, круг ее знакомых, в том числе с которыми ранее возникали определенные конфликтные ситуации. Весь круг знакомых был установлен, все лица проверены, много оперативной работы проведено, негласной работы, более года работали. Шепелев, нельзя говорить, что Шепелев признался, и кроме этого ничего нет. Он нам сообщил такие сведения, которые мы параллельно проверяем, как обычно, да, сопутствующие. Он рассказывает нам об этих деяниях, мы задаем сопутствующие вопросы, что делали в тот день, например, для того, чтобы потом это проверить. И мы, например, добыли от него во время допроса такие сведения, которые при проверке их в совокупности, что позволило нам доверять его показаниям, передать им доказательственное значение. Например, он дал показания о том, что после убийства Сон утром по приезде домой, рано утром, он позвонил с сотового телефона на работу, сообщил, что будет после обеда задерживаться. Да? Мы после его допроса проверили информацию о соединениях его сотового телефона, и действительно его показания в этой части абсолютно подтвердились. Был звонок с его сотового телефона, он находился у себя дома по биллингу.
по расположению базовой станции, и был звонок с его телефона на его рабочий номер. То есть эти сведения привязать к убийству, к дате убийства, никто не мог, кроме как того человека, кто совершил это преступление. Кроме того, он во время того допроса, первого допроса, сообщал, что на следующий день вечером он выехал на дачу, Покровский тракт, там был остановлен на посту ГАИ и оштрафован за нарушение регистрации транспортного средства, за просроченный транзит, так называемый. Ну, кто знал, никто не знал. Опять же, мы начали проверять его показания в этой части, подняли административные дела за тот день, и мы обнаружили там протокол административного правонарушения в отношении Шепелева. Об этих обстоятельствах мог знать только Шепелев. Но исходя из вашего опыта, допустим, можно предположить о том, что Шепелев при опознании вел себя, ну, его поведение отличалось от статистов, и поэтому, возможно, жертва Нет, именно... не в этом плане. Отличалась после опознания. По команде, когда команде была дана потерпевшей посмотреть на представленных, предъявляемых и лиц, она внимательно всех изучила, остановилась на Шепелеве и сказала, что это он, мне осталось только посмотреть ему прямо в глаза, а он смотрел вниз. Ну, всех я попросил поднять, они втроем вниз смотрели. Всех попросил, и тут заминка, и тут же, увидев взгляд, уже на Ползану. Но это не только глаза были, это и другие приметы, и пальцы, и волосы, и форма, рост, все это и другие индивидуальные характеристики Шепелева уже заранее в допросе тоже были уточнены. Виновного ли человека осудили? В связи с этим вот у меня вопрос, да, какие неопровержимые доказательства существуют о виновности вот этого Шепелева? Ну, надо отметить, что расследование уголовного дела представляло особую сложность. Это, если вас интересует, имеется ли у нас ДНК экспертиза, да? Например, сразу вещественными данными, да? А у нас такой экспертизы, к сожалению, не имеется. У нас это где? Имеете в виду В уголовном деле, в уголовном деле. в уголовном деле. Да. То есть у нас на теле потерпевшей, на предметах одежды ее, которые находились в лесу, не обнаружено следов биологического происхождения от обвиняемого Шепелева. Вот тому есть объективные причины. Сейчас объясню. Тело потерпевшей, равно и предметы ее одежды, находились в лесу под открытым небом 10 дней с момента убийства до ее обнаружения, до обнаружения тела и одежды. Согласно информации метеостанции, за этот период времени, в течение 3 дней, в городе Якутске шли дожди. 2 дня из них были ливневые дожди. Ну, соответственно, такие важные улики, как следы биологического происхождения, например, сперма, кожные эпителии, пот, жир, были уничтожены. Кроме того, само тело потерпевшей также подверглось за это время универсальному гниению, что опять же способствует утрате биологического материала. Вот по этой причине, к сожалению, мы не имеем такое объективное, по-вашему, как вы сказали, неопровержимое доказательство. Но это только в плане экспертизы. Такое не по каждому делу. То есть у нас дела есть, где не обязательно мы обнаруживаем генотип обвиняемых. Такие дела, сложные дела бывают в практике. У нас есть другие доказательства по делу. Совокупность других доказательств, начиная от первоначальных показаний самого подозреваемого, потом обвиняемого, подтвержденные другими объективными доказательствами. Но следует отметить, что уголовное дело, преступление было совершено в условиях неочевидности, в лесу, 1 на 1 с потерпевшим, поэтому, опять же, мы не имеем очевидцев.
Но это опять же не означает, что мы не имеем достаточно доказательств причастности Шепелева. В совокупности собранные нами доказательства были оценены судом положительно и вынесен приговор. То есть это не только Можно оружие. два вопроса? При оглашении приговора, да, вот подсудимый, там, Шепелев кричал про какое-то алиби. У него было алиби, и вы Нет, это- проверяли ли вы это? Это вранье, здесь тоже поясню. Он выдвигал алиби дважды, во время предварительного следствия и во время судебного заседания. Первое алиби он выдвинул, отказавшись от ранее данных показаний, пояснил, что в день убийства Анастасии Сон, то есть 18 августа, он приобрел дорогую норковую шубу для своей гражданской супруги. И вплоть до утра следующего дня они отмечали крупное приобретение и неразлучно провели вместе этот день. Вот. Мы быстро проверили это алиби, установили меховой салон. Покупка была не 18 августа, а спустя 10 дней, 28 августа 2013 года. Вот. Мы, когда предъявили эти результаты Шепелеву, конечно, он уже отрицать не стал этот факт. Больше, второе алиби он заявил в ходе судебного заседания. Он на этот раз вспомнил, что в тот день, в ночь с 18 на 19 августа, ночевал вместе со своей гражданской супругой у него в квартире, то есть на территории у Шепелева ночевали. И это подтвердило в суде гражданская супруга, что действительно они вместе ночевали в тот день, в ночь с 18 на 19 августа у нее дома. Здесь надо сделать уточнение. Вот супруга, да, гражданская, и Шепелев, они совместно фактически не жили. Они проживали только иногда в летнее время, когда родители обоих проживали либо на даче, либо отсутствовали в городе Якутске. Так вот, судом данное алиби было тоже предметно проверено. Судом, значит, было выявлено, что в квартире у гражданской супруги Шепелева весной 2013 года была установлена сигнализация отдела вневедомственной охраны. Были запрошены распечатки работы этой сигнализации с управлением вневедомственной охраны. И выяснили вот такую картину. Утром, вечером 18 августа единственная хозяйка, а на тот момент единственная хозяйка это сама гражданская супруга, потому что ее мать, теща Шепелева, отсутствовала в городе, то есть за пределами находилась. Она вечером пришла домой, зашла в квартиру, сняла сигнализацию с охраны и покинула квартиру. Утром следующего дня, 19 августа, при уходе на работу и вновь поставила на охрану сигнализацию. Вот эти распечатки были предъявлены в суде, гособвинителем предъявлены в суде непосредственно гражданской супруги. И она, естественно, когда уже официально предъявили эти распечатки, сообщила о ложности данных ее ранее показаний, которыми она фактически создавала искусственное алиби для Шепелева. А вот вынуждена она сообщила о том, что ранее давала ложные показания. Вот второе алиби было проверено и опровергнуто таким образом в ходе судебного заседания.